В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Молодежный фестиваль «Мусустар» завершился в Якутии. Цены на морскую транспортировку нефти и газа выросли из-за блокирования Суэцкого канала. Ленские рукодельницы рассказали нашим коллегам о своем хобби. Владимир Путин заявил, что фестиваль «Мусустар» в Якутии открывает широкие возможности для молодого поколения. В своем обращении к участникам мероприятия он выразил уверенность, что площадка станет востребованной для общения активной и талантливой молодежи, а участие в этом мероприятии позволит приобрести полезный опыт и знания. Напомним, фестиваль завершился накануне, в нем представили 10 разных треков, в рамках которых прошли различные мастер-классы и конкурсы. На открытии выступил глава Якутии С.Н. Николаев. Одним из главных событий фестиваля стал живой концерт музыканта и рэпера Левана Горозии. Все мероприятия фестиваля «Мусустар» прошли с соблюдением санитарных норм. Участникам на входе измеряли температуру. Обязательным правилом было ношение масок и перчаток. С ледовым шоу на фестивале выступила также российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Вместе с ней на лед вышли фигуристы Елизавета Худайбердинова и Егор Базин, чемпионка Кубка России Анастасия Гулякова, чемпионы мира среди юниоров Алина Устимкина и Алексей Рагонов. Также выступление на льду показали серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин, Елена Йованович и Надари Майсурадзе и известный скрипач Эдгар Акобян. Специально для ледового шоу рядом со входом в спортивный комплекс «Триумф» залили каток. Фестиваль «Мусустар» завершился световым шоу, первым в столице республики шоу дронов и фейерверком. Фасад «Триумфа» украсили световыми проекциями, которые олицетворяют дух фестиваля. К концу в небо поднялись сотни дронов, которые образовали фигуры снежинки, всадника на гербе Якутии, надпись «100 лет к юбилею образования Якутской ССР» и фигуру подснежника первого цветка весны. К другим темам. Цены на морскую транспортировку нефти и газа резко выросли из-за блокирования Суэцкого канала. Когда восстановится движение, до сих пор не ясно. У каждого из входов в канал сейчас стоят в ожидании примерно по 30 больших судов. Из-за произошедшего тарифы на доставку нефти танкерами на этой неделе выросли вдвое. А стоимость пересылки контейнера из Китая в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала в 4 раза. По подсчетам агентства Bloomberg, севший на мель контейнеровоз заблокировал нефти и прочих товаров примерно на 10 миллиардов долларов. Сейчас предпринимаются усилия по его освобождению. Президент итальянского региона компания Винченцо де Лука подтвердил, что провинция подписала сделку на получение российской вакцины «Спутник Ви» от коронавируса COVID-19 на фоне многочисленных задержек с вакцинацией в Италии в последние недели. Обращаясь к гражданам своего региона, де Лука раскритиковал плохие управленческие решения со стороны центрального правительства Италии в отношении распределения вакцин между регионами с последующими задержками поставок. С начала пандемии коронавируса COVID-19 компания был одним из наиболее пострадавших регионов Италии, на который в марте 2020 года приходилось почти 10% от общего числа случаев заражения в стране. Возвращаемся к новостям нашего региона. Более 22% избирателей проголосовали на выборах мэра Якутска за 2 дня. В помещениях в голосовании приняли участие 42 080 избирателей, на дому 2576 человек. По словам председателя избирательной комиссии городского округа Аллы Самойловой, за период голосования всего поступило 38 письменных жалоб, из них подтвердились 5. Сегодня, 28 марта, заключительный день выборов. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.
3 атомные подлодки одновременно всплыли из-под льда на учениях в Арктике, проломив полутораметровый лед. В ходе экспедиции была выполнена практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-под льда с последующим оборудованием по линии в точке вскрытия торпеды и ее подъем на поверхность. Всего в арктической экспедиции «Умка-2021» задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено. Компания «Алроса» повышает квалификацию специалистов по обслуживанию газобаллонного оборудования. Программа газификации транспорта реализуется 6-й год. За это время на метан перешли 3 сотни единиц транспорта. Для повышения надежности оборудования и транспорта необходимо постоянно повышать квалификацию специалистов. Что из этого вышло, расскажет Роман Муконин. Человек в униформе, отличный от всех, Вадим Пепеляев, главный преподаватель одной из лучших фирм в России по работе с природным газом. Его с коллегами «Алроса» пригласила для обучения механиков и слесарей. Несмотря на активное использование газа в стране, оборудование для большинства сотрудников новое. И до сих пор не все умеют обращаться с ним правильно. Очень часто про тот же газ идут сказки по поводу того, что вот газ убивает мотор. На самом деле не газ убивает, а убивает неправильная настройка. За 15 лет работы нашей компании на сегодняшний день у нас выпущенные с нашей компании автомобиля еще никто не приехал и не сказал, а вот у меня прогорел клапан или прогорел поршень. Поработав с сотрудниками «Алроса», гости сразу же указали на недочеты. Некоторые не умели найти неисправность в топливной системе. После теоретического обучения и практики ремонтники настраивали автомобили не хуже приглашенных профессионалов. По словам Руслана Макарова, руководителя по переводу транспорта на альтернативные виды топлива, процесс перехода на газ оказался сложным для «Алроса». Но другого пути у компании нет. Метан дешевле в 3 раза, он экологичен и находится у нас под ногами. От него никто не уйдет. То есть фактически основная цель – это использовать топливо, которое добывается компанией и которые добываются в нашем месторождении. Основная цель – это уйти от доставки топлива с материка, уйти от перевалки, от негативных моментов, которые могут случиться при транспортировке жидкого топлива. В районе села Тас-Юрях у «Алроса» есть собственное месторождение – Среднебатуобинское нефтегазоконденсатное. Специалистам из академии провели экскурсию по объекту и рассказали о значительных запасах природного газа. Его добычу сейчас ведут на 11 скважинах на глубине 2 километров. Энергии пласта хватает, чтобы вести работы без дополнительного оборудования. Под давлением газ сам поднимается на поверхность. Добываемая мощность данной скважины порядка 200 тысяч метров кубических газа в сутки. Запасы месторождения газа более 40 миллиардов метров кубических газа. При существующих объемах отбора газа данного объема хватит на более 100 лет. Поэтому политику «Алроса» по переводу транспорта на газ можно считать правильной. Осталось только повысить профессионализм в работе с газобаллонным оборудованием. И тогда, надеются транспортники, мифы о газе исчезнут. Кристина Каширина, Роман Муконин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Во Всемирный день театра подвели итоги республиканского театрального фестиваля «Желанный берег». В течение месяца жюри оценивало порядка 20 спектаклей. Так, победителями в номинации «Лучшая женская роль» стала актриса театра «Аланхо» Нергуяна Маркова за спектакль «Три светила». А лучшую мужскую роль сыграл по версии жюри актер театра юного зрителя Георгий Бессонов в спектакле «Костюмер». В номинации «Лучшая режиссерская работа» выиграла Екатерина Тайшина за работу «Платформа. История одного вокзала» в Театре оперы и балета. А лучшим спектаклем стали «Черная лиса» театра танца, «Сон шамана» театра Аланхо и «Судьба» театра кукол Якутии. Поздравляю всех работников театра с Международным днем театра. Я очень рад, взволнован получением отличия и свою благодарность хочу передать руководству Сахатеатра, коллегам и всем работникам театра.
1988 году жительница Нидерландов стала рекордсменкой книги рекордов Гиннесса. Женщина связала шарф длиной 62,5 километра, а украинец Виталий Видаль связал крючком шапку диаметром в 2 метра и окружностью 6. Вот уже несколько столетий мировые мастера используют вязальный крючок для творчества. А какие идеи воплощают в жизнь рукодельницы из Ленска, расскажет Ксения Журавлева. Находиться среди телефонов, наушников и сим-карт Елизавете Штанько привычно. Каждый день девушка рассказывает посетителям о новинках в сфере гаджетов. Свободное от работы время посвящает себя творчеству. Как говорится, далеко не отходя от кассы. Из-под легкой руки мастерицы с помощью крючка рождаются уникальные вещи. Мягкие медведи, игрушки-перевертыши и даже Баба-Яга. На каждое изделие уходит по несколько дней. Среди популярных заказов – современные молодежные мультгерои. Единороги, для девочек больше. Почему, не знаю. А также Among Us, это из-за того, что сейчас как раз популярно у детей. Также часто пытаются заказать сиреноголовых. Но не только игрушками славятся ленские рукодельницы. Вот, к примеру, Кристину Черноградскую модные ленчанки знают как модельера вязаных шапок и повязок, как для взрослых, так и для детей. Хорошая подработка для мамы в декрете, говорит Кристина. Браться за крючок она успевает между повседневными делами. Для меня это, наверное, успокоительно. То есть успокаиваюсь от каких-то бытовых проблем. Я люблю это дело, люблю вязать, и сейчас уже даже просто так сидеть я не могу, даже просто сидеть и смотреть телевизор. Я беру либо крючок, либо спицы и вяжу. В изобилии ниток и различной фурнитуры лежат мотки полиэфирного шнура. Часто его используют для сушки белья, а вот Наталья Чен нашла ему совсем другое применение – вяжет сумку-саквояж. Каждая рукодельница совершенствует свое умение. Кто-то покупает мастер-классы от известных вязальщиц, кто-то экспериментирует с новыми материалами, а готовые работы выставляют на своих инстаграм-страницах и городских ярмарках. Впрочем, научиться вязать несложно. От будущей мастерицы требуется лишь немного усидчивости. Купить мягкого фабричного медведя или домик для своего животного можно и в магазине. Его цена будет чуть дешевле вещи, сделанной своими руками. Но ручная работа экологична, практична и ценна тем, что любовь и старание чувствуются в каждой петельке. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале. Берегите себя.